Этот пустой зал обычно наполнен людьми круглосуточно. 2000 квадратных метров, 200 компьютеров, столько же посадочных мест и высокоскоростной интернет. Все удобства для посетителей предусмотрены. Несколько окон, чтобы проветривать помещение. Поддерживает все это система вентиляции, кондиционеры, буфет и безопасность, которую обеспечивает служба охраны. Продолжаем оплачивать аренду. Мы продолжаем платить за электричество, за интернет. Мы несем колоссальные убытки. Мы не можем все это отключить, потому что мы должны поддерживать деятельность клуба. Мы не можем отключить компьютеры, потому что они от этого могут испортиться. Также мы не можем отключить интернет, потому что у нас камеры, мы должны следить за ситуацией. Прошло 3 месяца, как приостановилась деятельность интернет-клуба. Сегодня больше 30 человек остаются без работы. А само руководство продолжает выплачивать арендную плату, а это немалые деньги. Плюс ко всему за электричество, охрану, интернет. Последнее отключить невозможно, потому что подключены камеры видеонаблюдения. А с ними еще безопаснее. Конечно, удовольствие не из дешевых. Однако, как говорят работники клуба, если сэкономить на этом, можно понести еще больше убытки. Понимая всю ответственность, всю опасность сложившейся ситуации, мы готовы соблюдать все правила, предписанные. Мы вот для этого закупили все необходимые средства. Здесь у нас спирт, маски для гостей, маски для сотрудников, перчатки. Вся компьютерная сфера по стране официально насчитывается свыше 200 клубов. Сегодня готова к работе. Закупились всем необходимым и ждут команду «Старт». Не во всех подобных помещениях, конечно, есть условия, но предприниматели готовы их улучшить и соблюдать все санитарные нормы. И даже сократить количество посещений до минимума. Им важно сохранить бизнес и зарабатывать хотя бы на аренду зала. А о прибыли сегодня мало кто думает. Зарплату не можем выдать сотрудникам. Всех распустили. Мы все подчинились правительству. Ну ладно, месяц-два. Прошло много времени, и мы тоже требуем разрешения на деятельность. Я, например, для своего бизнеса, у меня их несколько, брал $200 тысяч кредита. Ежемесячно я должен банку выплачивать по $4000, но не могу. Да, были послабления на 3 месяца, но они прошли. И что делать дальше? Я вот уже скоро должен внести сумму. Бизнесмен продал свое авто и расплатился частью долга. Дальше все туманно. Не он один. Предпринимателей-банкротов много. И лишь малая часть держится, и то на волоске. Инициативная группа владельцев интернет-клубов обратились к правительству с просьбой разрешить им работать и как-то выходить из ситуации, уверяя, что это практически единственная деятельность экономической сферы, которая остается сегодня под запретом. Бытует такое мнение, что такой стереотип. Интернет-клубы – это подвальные помещения, где нет вентиляции. К чему я этому клоню? То, что наши все компьютерные клубы, они далеко не такие. Они тоже идут с прогрессом, с технологическим прогрессом. Во всех сферах идет тоже развитие, и мы тоже хотим, чтобы наши интернет-клубы развивались снова со временем. Допустим, тот же самый СНГ, они тоже все развиваются, и если мы не будем работать, то на какие деньги мы будем дальше развиваться? Также попросили помощи. Если, допустим, нам не могут дать возможность работать, тогда хорошо, помогите нам решить наши проблемы. К сожалению, ответа мы не получили, то есть это было такой шаблонный ответ. Арендаторы уже требуют выплачивать аренду или освобождать помещение. Ранее были направлены письма на имя премьер-министра, мэра города Бишкек. Однако в ответ они получили шаблонные письма без конкретных ответов. Как скоро возобновится эта деятельность, зависит от эпидемиологической ситуации, но стоит отметить, что не во всех разрешенных сферах деятельности соблюдаются санитарные нормы. Речь идет о рынках и об общественном транспорте. Элиза Балбакова, Телек Джуматаев, Нью ТВ.